الحمد لله حمدا يحيي الله به قلوبنا بنور الإخلاص والصدق في الإقبال عليه ويكرمنا به بثبات القدم في السير إليه وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد أشرف من دل عليه وأعظم من بين السبيل إليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد مر معنا في المجلس الماضي. На прошлой встрече мы говорили о нраве Ассияна. Это было завершением предыдущей встречи. До этого мы говорили, что от целомудрия, являющегося второй основой благородных нравов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ответвляются три нрава. А от этих трех появляются многие другие нравы. Также говорили, что нрав Ассияна, оберегание, это следствие целомудрия. Качество Ан-Назахату — быть далеким от всего дурного. И нрав Аль-Муяссара — прощение, также ответвляются от целомудрия. Говоря о сиянии, мы говорили, что целью ее является сохранение себя от непристойных порицаемых поступков, от поступков, запрещенных Всевышним. В этот вечер наша тема — Ан-Назаха. Ан-Назахату, если говорить о буквальном смысле в арабском языке, то это означает отдаление. И поэтому, выходя за пределы Медины, оставаясь в пустыне, арабы использовали слово «назахату», то есть они отдалились от Медины, где привыкли пребывать. Ученые языкознания сказали, что распространенной ошибкой является то, что люди слово «ан-назаха» используют, даже когда отходят в ближайшее место, например, в сад, находящийся в самом городе. Это, согласно экспертам языкознания, не считается отдалением, но просто люди так используют. Тут, обратите внимание, мы с вами говорили о нраве Ассияна, сохранение. И первое, что приходит на ум при слове «сохранение», «оберегание» — это дела, связанные с материальными вещами, как охрана машины, охрана здания. Это один из видов воровства терминологического значения и использование лишь внешнего смысла того или иного слова. Также в слове «ан-назаха» мы замечаем, что, используя слово «таназзо», первое, что приходит на ум, это не высший смысл, а смысл, связанный с развлечением себя. Его тоже стали использовать в противоположном смысле. Основой же тут является отдаление нафса, отдаление от совершения непристойных поступков. То есть противоречие нафсу, когда он что-то желает, чтобы возвыситься. Как стало так, что слово стали использовать в послушании нафсу? Для получения желаний нафса, наслаждения. Также и в слове Ассияна, основой которого является именно оберегание нафса от попадания в запретное. Сегодня же стали понимать слово Ассияна как поступки на услужение нафсу, сохранению того, что желает нафс, как охрана машины или дома или другого. Посмотрите, как поменяли терминологические значения в наше время. И на уроке о нраве Аль-Муяссара я вам раскрою еще одну вещь. По пути на урок мне пришла такая мысль, что тайна всего этого связана с нафсами. Тайна в том, что Аллах изначально сотворил нафс чистым. Каждый рождается в фитре, то есть в чем-то возвышенном, чистом, правильном. В этом разница между нашей религией и религией христиан. В нашей религии мы убеждены, что основой человека является правильность, благородность. Мы возвеличили сынов Адама. А христиане думают наоборот, что основа человека — это неправильность, грех, что они потом от него очистятся. В нашей религии человек в основе чистый, в нем есть фитра. Согласно этой основе, в нем остается связь с благонравием, с возвышенностью, даже если нафс смешан с чем-то плохим. По этой причине, по причине оставшейся связи с возвышенностью, в нафсе остается упрек. То есть, когда он оставляет выполнение того, что нужно было выполнить, чтобы сохраниться в возвышенности, к примеру, когда оставляет нрав Ассияна, то внутри остается сдерживающее начало, где Ассияна. Когда оставляет человек нрав Ан-Назаха, в нафсе начинается «где Назаха?», «где Назаха?». То есть как будто склонение нынешних людей к утверждению в понимании Ассияна, понимании Ан-Назаха в противоположном смысле. Это как будто бегство от самоотчета о борьбе с нафсом. Ан-Назаха, нрав пророка, саллаллаху алейхи вассалям, какова его цель? Мы согласились с тем, что назаха — это отдаление. Так от чего же следует нам отдаляться?
Имам Маавардию, да смилуется над ним Аллах, в книге «Адабу дунья вад-дин» сказал: рекомендовано верующему отдалять свой нафс от двух вещей. Первое — отдалить от алчности, от подлых желаний. И второе — отдалить от сомнительных мест. От чего мы отдаляем нафс? От двух основных вещей — от подлых желаний и сомнительных мест. Что это все означает? Об этом мы будем говорить на 2 уроках. Как я предлагаю, на этом уроке мы рассмотрим первый аспект — отдаление нафса от подлых желаний. Что это такое? Это желание нафса склониться к чему-то подлому или пойти по подлому пути приобретения чего-либо. Почему нафс человека склоняется к подлым вещам? Какие это подлые дела, к которым склоняется нафс? Они либо сами по себе бывают подлыми, либо путь их приобретения бывает подлым. Подлые деяния, когда человек стремится овладеть мирскими плодами, это становится подлым. Цель от приобретения мирского какая? Зачем ты идешь заработать деньги, чтобы купить еду? Да, утолить свой голод, голод детей, семьи и раздать нуждающимся, бедным, почтить этим гостей. Итак, цель от приобретения еды не в самом ее приобретении. Цель — это возвышенные плоды. Сила для поклонения Аллаху — это основа. Что происходит сегодня? Появляются много различных блюд. Я не говорю, что это харам, это халал, кроме тех вещей, которые Аллах сам запретил. Но тут мы не говорим о хараме и о халяле. Вспомните на уроке про сиян. Мы говорили, сияна — это оберегание себя от запрещенного. А тут речь идет о нраве назаха, о возвышении нафса. В возвышении человек не бывает рабом желаний нафса. Следование за желаниями нафса не приносит добра, но умеренность, когда нафсу даешь, что он желает из халала в нужном размере, помогает совершать поклонение. Не следуй за всеми желаниями нафса. Следование за всеми желаниями нафса, несомненно, причинит тебе вред. Тебе вернется вред, ты себе причиняешь вред, когда подчиняешься всем желаниям нафса. Разве это не правда? В этом есть для нас урок. Второй урок. Поистине Всевышний Аллах сделал для нас наказание в форме побуждения. Этот следует за желаниями сладкого и заболел сахарным диабетом. А этот следовал за любовью к мясу и заработал холестерин. У третьего это, у четвертого то. Это как бы Аллах обращает наше внимание, что в полном подчинении желаниям нафса, несомненно, будет тебе наказание. Когда в следовании переходит границу халала к хараму, тогда наказание будет где? В ахирате ждет большее наказание, если человек не покается. Но тот, кто удерживает нафс от запретного, запрещает себе подчинение нафсу в дозволенных наслаждениях и дает нафсу разумный размер, что происходит? Сохраняет нафс от наказания поспешного, настигающего, причиняющего вред самому себе. Это одна из тайн Аллаха. Тот, кто следует всем желаниям нафса, несомненно, его коснется вред. Поэтому пришло, что еда в своей сущности — это хорошее, но употребление пищи с целью лишь утолить желание, то это плохое, мерзкое. Почему? Потому что влечет за собой вред в обоих мирах. Вред в мирской жизни, здоровью, а в ахирате порой самой религии. Как религии? Когда переходит границу до той степени, что приобретение желаемого происходит тем путем, который гневит Аллаха. В разговоре о нравах, ответвляющихся от храбрости, мы говорили, что это щедрость. А что такое щедрость? Это когда человек отдает то, что имеет. Это щедрость. Но обязывать себя, когда нет, и после, когда не смог приобрести дозволенным путем, соглашаться на взятки, для чего? Чтобы выявить, показать себя щедрым. Но это уже не щедрость, это другое. И по причине чего так получилось? Из-за следования желаниям нафса. Следование желаниям нафса, использование разных, недопустимых путей для приобретения халала, основой этому является духовный порок.
Название этого порока – алчность. Какое название? Алчность. Имам Мауарди, да смилуется над ним Аллах, говорит: причина возникновения связи нафса с подлыми желаниями в алчности и малой щедрости. Алчность связал с малой щедростью человека. Давайте разберем алчность, потому что она требует более глубокого разбора. Что такое алчность, от которой возникают желания нафса? К примеру, перед таким-то поставили еду, и перед другим человеком поставили столько же еды. Они поели одинаковое количество пищи, но один начал есть, помыв руки, произнеся басмалу, хорошо прожевывая, не клал другой кусочек пищи, пока не проглотит предыдущий. А другой ел в спешке, не успев проглотить пищу, еще клал в рот другой кусочек. Этот больше того не покушал, но какой он жадный! Почему ты, такой-то, кушаешь с жадностью? Почему ел с жадностью, быстро? Потому что его нафс сильно желал этого, а тот другой также был голоден. Оба были голодны, но порой кушающий жадно бывает меньше голоден, чем другой. Проблема в нафсе. Когда он видит желаемое, то проявляет спешку к этому. Подчинение человека спешке нафса в приобретении желаемого взращивает в нем алчность. Он страстно желает, спешит к приобретению этого, нарушая свою нравственность, а иногда нарушая свою религию. Посмотри, как подходит нафс. Что помогло нафсу обмануть хозяина таким путем? Алчность. Спешка к приобретению чего-то, желание скорее получить, скорее разбогатеть, скорее сесть на крутую машину, скорее больше получить денег, скорее подняться в должности. Это происходит по причине чего? Алчности, страстного желания и спешки нафса в получении чего-то. Спешка нафса в получении чего-то. Когда человек ведет борьбу с нафсом, далее мы поговорим, как лечить это. Человек возвышается. А если не борется с нафсом, не воспитывает нафс? А если отвечает нафсу? А когда отвечает нафсу, все заканчивается? Нет, нафс как ребенок. Если приучить к грудному вскармливанию, то приучится, а если отнять от груди, то откажется. Нафс, повелевающий плохое, также ничто не насыщает. Он хуже, чем ребенок. Он подобно аду, который будет гореть. Нет ли добавки? Человек, если не остановит нафс, он требует следующей порции. Когда один раз примет взятку, получит 500 тысяч, на несколько лет нафс успокаивается. Потом через время говорит: «О Аллах, даруй еще раз». Делает дуа: «О Аллах, даруй второй раз». Как? Ты просишь харам? Ну, детям нужно, они нуждаются. Арендуем каждый раз квартиру. То, что отдаем за квартиру, ровно стоимости обучения детей. Причины всегда готовы от нафса, повелевающего плохое. Что произошло в первом случае? Он этого и не требовал. Сопротивлялся нафсу. Это же харам. Астагфируллах. А когда нафс пришел с причинами, оставил сопротивление и последовал за ним, за алчностью. Если в первом случае последовал за алчностью, то во второй раз не ждет, не сопротивляется нафсу. Он сам уже ищет этого, у Аллаха просит. В первый раз его потянули на взятку, и он согласился. Аллах проклял дающего взятку и берущего взятку, и посредника в этом. Он ответил призыву на харам. Его завлекли в получение запретного. Он стал шайтаном. Как он достиг уровня шайтана из людей? Из-за алчности. В ответ алчности нафса взращиваются подлые желания. Когда нафс страстно желает и стал алчным, тогда это желание уже требует еще больше и больше. Соблазнили человека, и он взял взятку. Потом он ждет третьего случая. Это плоды желания. Пришло время торга. Пришел человек, которому ранее отказали из-за нехватки одной цифры. Там нет обмана, делают как надо. Тот первый посетитель заметил, что этот человек, проявляющий сильное желание, на человека, постоянно жалующего, смотрит с презрением. Обратите внимание, сколько бы ты ни взаимодействовал с человеком, который знает, что ты сильно желающий, или берущий взятки, или помогаешь злу, сколько бы ты к нему ни относился с уважением, облегчая ему дела,
прося у Аллаха бараката для него. Маша Аллах, но оставь эту речь. В его сердце закреплено презрение к тебе. Почему презирает он тебя? Потому что он видит, что ты унизился желаниями нафса. Когда ты унизишься желаниями нафса, то другие также с презрением будут относиться к тебе. Когда человек унижается перед нафсом, тогда Аллах делает его низким в сердцах других людей. Поэтому, когда пришел вновь, он уже знал твою слабость, твою цену, твою стоимость. Он говорит, а такой-то может заключить эту сделку так-то. А этот ему отвечает, деньги у меня. Слышите, какие условные выражения высказывает? Деньги у меня, плата у меня. Цену человека сегодня опустили, утратили. Она стала подобна животному, подобно верблюду. Цена уменьшилась, стала маленькой. Он подходит к тебе, укрепившись. В третий раз он приходит, превосходя тебя. Он говорит тебе, 500 тысяч дали. Сверху поставь 100 тысяч. 100 тысяч? Да, 100 тысяч. Желает играть. Он стал факихом для шайтана. Как достигли этого уровня? Из-за первого следования нафсу, желанию, возникшему от алчности. А ты принял и ищешь другого человека. Его ввел в заблуждение не человек снаружи, а нафс внутри. Плоды его заблуждения каковы? Лишение людей их права из имущества, причинение вреда людям. Человек, следующий алчности, и эта алчность постепенно его завлекает в подлые желания. Он падает из одного желания в другое, от одного к другому до такой степени, что человек, который искал добро для себя и своей семьи, становится преступником, убийцей. Эти вопросы, когда обманывают 100 миллионами, подобные тем, кто обманывает 100 дирхамами. Почему? Потому что начало одинаковое, они оба равны в изначальности. Да, этот, который причиняет вред людям, больше. Ему и название больше, но основа у них одна – нафс. Тот, кто следует алчности нафса, становится пленником подлых желаний и постоянно, постепенно начинает падать и падать. И люди начнут на него смотреть. Более того, Аллах посмотрит на него, что он упал. Такой-то упал перед Аллахом, да защитит Аллах от этого. Какова причина этому? То, что он был доволен своим падением из-за желаний, последовал за желаниями. Это первая из причин, возникающих при нарушении нрава ан-назаха. Нарушение этого нрава заключено в следовании подлым желаниям. Подлые желания появляются либо из-за алчности, либо из-за малой щедрости, когда внутри нет чувства щедрости, который почтил Аллах. Поэтому бывает так, что он довольствуется унижением себя для получения чего-то мирского. Унижается перед тобой. Дай мне то-то. Если эта просьба у него возникла от необходимой, действительной потребности, в этом нет проблем. Если не находит выхода, у него необходимость, то он стыдится Аллаха, в этом чувствует горечь внутри, что он унижает себя в этом вопросе. Но когда речь идет о дополнительных вещах, когда желает чего-то из мирского дополнительного, то это один из видов грязи. Нет оправдания в этом человеку. Нафс взял верх над ним. Как это понять? Что такое униженность? На предыдущих встречах мы говорили, что приниженность — это высшее качество. Так ведь? Но это приниженность Аллаху, принижение себя Аллаху — это и есть высшее качество. Униженность перед верующими ради Аллаха. Опусти свое крыло перед верующим, которые следуют за тобой. Униженность перед верующими и возвышенность перед неверующими. Ты тут унизил себя ради чего? Унизил себя ради высшего дела, ради достижения довольства Аллаха, служа людям. Один говорит: «О, шейх, этот вопрос путается. Как нам различить между униженностью перед Аллахом, являющейся высшим качеством, и между порицаемой униженностью, которая не подобает верующему?» Верующий величествен. И вот эта граница, которая проводит различие между униженностью перед Аллахом и порицаемым унижением, она в том, что в унижении перед Аллахом бывает противоречие нафсу.
К примеру, ты идешь по дороге, и другой тебя оскорбил, сказал что-то. Ты разозлился и хочешь ему ответить. Но прими это унижение себя и скажи: «Я его прощаю ради Аллаха». Поистине, не перестает Аллах увеличивать величие раба, который прощает. Прощение увеличивает в человеке его величие, но не унижение. Так вот, ты зол, хочешь ответить, а ты борись с нафсом, воспротився ему, воспитай его, очисть его и проглоти глоток притеснения ради Аллаха. Имам Али ибн Хусейн Зайнуль Абидин, да будет доволен им Аллах, когда у него спросили, какое поклонение лучше всего, он ответил: глоток унижения ради Аллаха. Это смысл из смыслов достойных поклонений. Тут это ради Аллаха, потому что есть противоречие нафсу, а другое унижение, чтобы получить повышение, чтобы получить машину, унижение, чтобы получить имущество, унижение ради того и этого. Это унижение себя в делах, которые желает нафс. Нафс желает машину, и ты унижаешься для ее получения. Нафс желает получить имущество, и ты унижаешь, чтобы получить это. Унижение стало плодом согласия с нафсом. Запишите это правило, у кого есть тетради. Каждое унижение, рождающееся от послушания нафсу, это порок, это правило. Каждое унижение, рождающееся от послушания нафсу, это порок, противоречащее возвышенному. Также, каждое унижение, возрождающее от противоречия нафсу, это величие, это ради Аллаха. У каждого правила есть исключение, но это правило твердо установленное. Итак, вторая причина возникновения подлых желаний – следование человеку подлым желаниям – это потому что мало щедрости. Аллах тебя возвеличил, сотворил тебя и установил наместником на земле. «Я установлю на земле моего наместника». И выбрал тебя, чтобы ты был из уммы нашего господина Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Будь мусульманином или не мусульманином, тебя возвысили тем, что вдохнули в тебя душу. Аллах сотворил тебя, чтобы ты был более возвышенным, чем это. Подчинил для тебя этот мир и дал тебе обещание, что близок к тебе, позволил тебе обращаться к нему в любое время. Кто тебя заставляет унижаться такому-то из-за наслаждений нафса? Под унижение не входит, когда человек приобретает ради религии, но не мирское, посредством религии. Разница между ради религии и посредством религии – это унижение религии. Аллах сотворил этот мир слугой для тебя. Так не будь слугой для Него, будь слугой Аллаху. Тут нет выбора. Ты слуга, и ты слуга. Но есть выбор – быть слугой Аллаху или мирскому миру. Выбирай сам. О земной мир, ты служи тому, кто служит мне. А кто будет служить тебе, то используй его как слугу. Он сотворил этот мир. Дело в его власти. Он единственный, ниспосылающий пропитание. Все дела в его власти. Когда он пожелает что-то, то говорит «будь», и оно становится. У него есть все. И он сказал тебе: в любое время приходи ко мне. Сразу обращайся ко мне без посредника. Ты сделал 2 раката с намерением для исполнения нужд, и после намаза говоришь: «О Аллах, я нуждаюсь в таком-то и таком-то». Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он вызывает к нему? «Вызывайте ко мне, и я вам отвечу». В его власти все. И он сказал: «Проси у меня, и я тебе дам». Люди, которые унижают себя перед другими, чтобы им что-то дали, они ничем не владеют. В основе, что у них есть, они этим не владеют. Это все данное им на время. У Аллахи не владеют этим. Никто из нас не может быть хозяином второго вздоха после первого вздоха. Аллах может удержать твой вздох. И все, завершено. Аллах открыл тебе двери обращения. Если ты даже желаешь мирского, обратись к Аллаху. Поэтому пришел наш господин Хаким ибн Хизам из подвижников. У него появилась нужда. Он попросил у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и он ему дал. Затем вновь пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Попросил у пророка, саллаллаху алейхи вассалям,
и он ему дал. Затем вновь пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, попросил у него, и он ему дал. Затем пришел еще раз к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и пророк, алейхиссаляту вассалям, обратился к нему, наставляя его, сказал: «О Хаким, поистине это богатство подобно зеленому и сладкому плоду. Оно становится благословенным для того, кто получает его, не прибегая к просьбам и не стремясь к нему душой, а для того, кто добивается его, подчиняясь желаниям нафса, благословенным оно не станет, и уподобится он человеку, который ест, но не насыщается». Запомни, что высшая рука лучше низшей. Этот хадис достоверный, есть в Бухари и в других сборниках. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Хакиму говорит: обратите внимание, этот мирской мир подобен сладости, подобно зеленому и сладкому плоду, который берет человек. Но в этом состоянии, когда нафс склоняется приобретать что-то, кто получает его, не прибегая к просьбам и не стремясь к нему душой. Правильно брать и правильно давать, не приобретать настойчивостью, унижением, так что тебе говорят: «На, возьми», или желая избавиться от тебя. Так не должно быть. Нужно правильно брать. Как же это? Чтобы в приобретении, в методе приобретения не было алчности, стремления к этому, ответа желанию нафса. Как поступить правильно тому, кто дает? Когда дает, он радуется этому. Не дает из-за настойчивости просящего. Сказано: а для того, кто добивается его, подчиняясь желаниям нафса. Нафс сильно жаждет этого. В этом ему бараката не будет. Разница между истинной выгодой и между порицаемой выгодой или отсутствием выгоды или получения вреда – это баракат. Когда ты что-то приобретаешь, и Аллах в этом делает баракат, то получаешь от этого выгоду, и не бывает вреда. И этим человек возвышается. А когда лишают бараката, выгода бывает ложной. Ты выгоду получаешь, но больше получаешь вреда, или же вообще не получаешь выгоду. Имущество, приобретенное без стеснения, настойчивостью, когда он пожелает ею воспользоваться, чтобы купить что-то желаемое, то заболеет кто-то из детей, и деньги уйдут на лечение, и не сможет он получить выгоду. Купил машину, но сломал ногу и не смог воспользоваться ею. Лишается бараката. В этом не бывает бараката, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Тут есть и другой момент. Он будет подобен тому, кто кушает, но не насыщается. Также смысл лишения бараката – это когда человек приобретает имущество, потом что-то покупает, начинает пользоваться им, но не излечив основу болезни – алчность. А потом нафс начинает требовать добавки, больше. Каждый раз, когда дает, нафс требует еще. Следующее сказано: подобен тому, кто кушает, но не насыщается. Так счастья он не достигнет. Почему он не найдет счастья? Потому что он постоянно требует. Не завершается дело у него. Пока нафс не перестанет требовать, не достигнет он счастья, и болезни, проблемы возникают и возникают. Так не достигнет он счастья никогда. По статистике, в наше время, страны, в которых больше всего совершают самоубийство, среди первых 10 стран туда входят скандинавские страны. Там один из них повесился, потому что не нашел счастья. Все, что желает, находит, материальные цели получил, наслаждение нафса, чувствует свободу, делает все, что угодно. Нет ему харама и халала, размышлений. Все, что желает нафс, получает, а в конце счастья не находит и убивает себя. Характер нафса таков: если ему полностью запретить все то, что Аллах обязал, из желательного и из дозволенного, то ему будет сложно и убьет себя. Или если следовать всем желаниям нафса, также не достигнет счастья и совершит суицид. Это все причина этого зла. Резюмируем. Нрав ан-назаха требует от человека отдалять нафс от двух вещей: от алчности, подлых желаний и малой щедрости. Но обрати внимание, между малой щедростью и гордостью есть еще один аспект. Об этом мы поговорим на следующем уроке, иншаллах, вместе с упоминанием о том, как лечить нафс от двух болезней – алчности и малой щедрости.
المطامع الدنية وقلة الأنفة. وجد لنفسك أنفة، لكن انتبه بين الأنفة وبين الكبر. Этим двум болезням есть лечение в двух других поступках. Об этом мы, иншаллах, поговорим на следующем уроке. Просим у Аллаха показать нам наши ошибки и дать тауфик исправить их. Аминь. مرضي الشره وقلة الأنفة لهما علاج بفعلين آخرين يأتي الحديث عنهما إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوب أنفسنا وأن يوفقنا إلى معالجتها.